Макарова, первого секретаря Якутского райкома ЛКСМ РФ, с докладом «Укреплять фронт борцов за идеалы Великого Октября». Добрый день, уважаемые товарищи. Как справедливо отметил лидер нашей коммунистической партии Российской Федерации Геннадий Андреевич Зюганов, питание нового мирового пожара все отчетливо проступает на нашей планете. За последние годы многократно усилились тенденции милитаризации международных отношений. Все больше государств использует военную силу, чтобы навязать свое господство соседним странам и народам. При этом необходимо отметить, что несмотря на громкие заявления правительств этих государств о патриотизме, восстановлении исторической справедливости и защите национальных интересов, реальными бенефициарами вооруженного противостояния становятся не народы, а крупный национальный и транснациональный капитал. Акулы империализма не гнушатся самыми грязными методами достижения своих целей. Пещерный национализм, религиозный фанатизм, оголделый антикоммунизм, антисоветизм, методы, при помощи которых западный империализм разжигает международную рознь, стравливает народы и государства, сеет раздор внутри общества. Однако конечная цель этой политики не свобода и не демократия, а усиление хищнической эксплуатации, ослабление национального сознания и в конечном счете окончательное закабаление трудящихся стран, ставших жертвами экспансии западного капитала. Эфиопия, Сирия, Нагорный Карабах, Палестина и, конечно, наша Украина. Вот лишь несколько точек за последние годы, в которых капиталистическая система проявила свой зверский облик, разжигая в своих интересах жестокие вооруженные конфликты. При этом представитель мирового империализма даже не скрывает, что перспективной целью является военное противостояние с Китаем и с Россией, крупнейшими геополитическими игроками, стоящими на пути распространения господства компрадорского западного капитала. Империалистические наступления проходят во всем мире. Разумеется, молодежь, как остальные свое население, регулярно сталкивается с социальными последствиями процесса концентрации, централизации капитала в мировом масштабе, идентификации, эксплуатации и агрессии империализма. Безработица и отсутствие безопасности затрагивает десятки миллионов молодых людей по всему миру. Доступ к образованию все в большей степени обусловлен классовыми барьерами в результате оптимизации и демонтажа государственной системы образования, а также политики ее приватизации. Молодые люди лишены права на социальное обеспечение, продолжаются нападки на более широкие права молодежи, такие как доступ к культуре, к жилью, к спорту. Данные тенденции характерны и для нашей страны. На протяжении 3 последних десятилетий молодежь в России является одной из самых незащищенных групп населения. Молодые люди в нашей стране ежедневно сталкиваются с колоссальным количеством социальных проблем. Они испытывают трудности с получением качественного образования, медицинской помощи, трудоустройством, приобретением собственного жилья. По статистике, до 70% молодых специалистов вынуждены работать не по специальности, полученной в ходе обучения, а 62% молодых семей признаются, что откладывают рождение ребенка из-за финансовых трудностей. Не менее тяжелым остается и положение учащихся молодежи. Так, в 2022 году размер государственной академической стипендии для учащихся вузов и СУЗов составлял на уровне Российской Федерации 1755 рублей для вузов и 638 для СУЗов. И даже прошедшее в этом году повышение данных показателей, а эти показатели всего на 70 и 26 рублей в той или иной категории, соответственно, не позволяет говорить о том, что данная форма государственной поддержки позволяет обеспечить учащихся хоть сколько-нибудь приемлемый уровень жизни. Результатом бедственного положения, в котором находится российская молодежь, становится ее отчуждение от государства. Молодые люди все реже отождествляют свои интересы интересами страны. И винить в сложившейся ситуации, кроме буржуазной власти, некого. Вот уже на протяжении 30 лет государство готово предложить молодым людям лишь ценности потребительства и индивидуализма. Капиталистическая инфляционная машина неустанно формирует у молодежи мечты не о творчестве и созидании, а о легком и быстром заработке.
прославляет статусное потребление. В результате теряется дух товарищества и коллективизма. Вместо Зои Космодемьянской и Александра Матросова примером для молодых людей становятся инстасамки и Мангенштерны. Увы, подобная картина является закономерным результатом информационной и идеологической войны, цель которой уничтожить главную угрозу существованию капиталистической системы, коммунистическую идею. Тем не менее, необходимо отметить, что далеко не все молодые люди поддаются тлетворному влиянию буржуазной пропаганды. Как показывают результаты социалистических исследований, с каждым годом в молодежной среде растет популярность левых идей. Так, практически каждый третий гражданин России в возрасте от 14 до 29 лет заявляет, что придерживается социалистических или коммунистических политических взглядов. Показательный тот факт, что за прошедший год в России более чем на 39% увеличился спрос на литературу, посвященную коммунистической идеологии. Указанные обстоятельства свидетельствуют, что на сегодняшний день в России достаточно много молодых людей, недовольных существующим положением вещей и желающих позитивных социальных преобразований. Важнейшая задача на сегодня ленинского комсомола – самым активным образом работать с этой частью молодежи, быть выразителем ее интересов. Мы должны вовлечь в нашу деятельность этих ребят, молодых ученых, врачей, учителей, производственников, которые сегодня остались вместе с Родиной и готовы работать ради ее будущего. Однако для эффективного решения данной задачи мы должны в полной степени соответствовать высокому статусу молодых продолжателей дела Ленина, быть сильной боевой идеологической монолитной организацией. Поэтому крайне важно подробно проанализировать нашу работу и наравне с достижениями отметить, что мы еще не сделали, над чем предстоит работать. На сегодня ЛКСМ РФ – это одна из самых многочисленных молодежных организаций в России. В структуре ЛКСМ РФ функционирует 87 региональных отделений, включая комсомольские организации уже современные Донецкие и Луганских народных республиках, Запорожской и Херсонских областях. Это десятки местных, сотни первичных комсомольских отделений комсомола, охватывающих не только крупные города, но и небольшие поселки, села и деревни. На уровне федеральных округов деятельность ЛКСМ РФ у нас координируется через Институт федеральных комсоргов. Ленинский комсомол – организация молодежи, и в его ряды ежедневно вливаются десятки ребят и девушек в возрасте от 14 лет. Это очень позитивная тенденция. ЛКСМ РФ в этом плане очень выгодно отличается от многих левых организаций, где, несмотря на декларированную молодежность, где средний возраст актива уверенно приближается к предпенсионному. В этой ситуации особенно важным является задача омоложения и ротации наших кадров, ведь руководитель молодежной организации должен именно молодой человек. И на сегодняшний день средний возраст членов ЛКСМ РФ составляет 25 лет, это по Российской Федерации. В центральные и региональные руководящие органы входят ребята, рожденные в конце 90-х, в начале 2000-х годов. Процесс смены поколений продолжается и у нас. За последние годы руководящий кадровый состав здесь обновлен почти на 80%. На смену комсомольцам, приходящим на ответственные посты и в коммунистическую партию, приходят ребята 98-2003 годов рождения. С одной стороны, это, несомненно, позитивная тенденция, молодые кадры, это свежие идеи, новые формы работы, развитие организации. С другой стороны, у таких ребят подчас не хватает жизненного и комсомольского партийного опыта. Поэтому одна из важнейших задач для нашей организации – усилить работу с молодыми руководителями, помочь им освободиться и разобраться в новой для них работе. Функция старших товарищей – направлять и помогать передавать опыт новым поколениям комсомольцев. Особое внимание здесь необходимо уделять основным организационной работе, основам организационной работы, идеологической подготовки, принципов коллективного управления, дисциплины и ответственности. Ни в коем случае мы не должны допускать возникновения ситуации, при которой комсомольцы оказываются оторваны от остальной части организации, а состав руководящих и ответственные по направлению органов не знают, в чем состоит их функции и какие перед ними стоят задачи.
Нам нужно в кратчайшие сроки восстановить четкую структуру в нашей комсомольской организации, первичное отделение, местное отделение, региональное отделение, где руководящие органы должны работать безукоризненно. Вы, те, кто у нас состоит в организации, не первый, можно сказать, так, понедельник, знаете, что у нас сейчас именно наша республиканская организация функционирует на уровне республики как республиканское отделение. И мы все числимся как республиканские, но наша, вот как раз начинальная задача, это создать, сформировать первичное отделение, сформировать органы городского отделения руководящие и руководящие органы районных отделений. Кроме того, мы должны в обязательном порядке повышать комсомольскую дисциплину на местах. Нередкие случаи, когда отсутствие согласованности в действиях приводит к потере состава первичных комсомольских организаций. И на уровне Российской Федерации, это можно проследить и на уровне нашей республики. Наконец, нам нужно организовать сбор комсомольских взносов, о которых мы неоднократно уже говорили, которые мы могли бы, за счет которых мы могли впоследствии использовать на нужды нашего отделения и проводить наши мероприятия. Нужно помнить, что, находясь в рядах Ленинского комсомола, мы берем на себя не только обязательства по соблюдению норм устава, программы и решений вышестоящих органов, но и ответственность за судьбу всей комсомольской организации. Каждое наше действие может отразиться на организации в целом, поэтому взвешенность, продуманность и согласованность каждого шага является жизненно необходимым в комсомольской работе. Регулярность проведения собраний, пленумов, уплата членских взносов, выполнение уставных программных задач, решений вышестоящих органов, соблюдение принципов демократического централизма и внутренней работы – вот что поможет нам укреплять и поддерживать организационное и идейное единство республиканской комсомольской организации. С советских времен коммунистическая партия рассматривает ленинский комсомол не только как своего самого верного соратника, но и как надежный кадровый резерв. И на данный момент можно уверенно сказать, что Якутский республиканский комитет УКСМ РФ успешно справляется с этой почетной миссией. Наши комсомольцы вступают в ряды партии, возглавляют руководящие органы, становятся депутатами республиканских, городских и поселковых собраний. Актив создает и преподавателей, педагогов, будущих инженеров, будущих кандидатов и докторов наук. На федеральном уровне наши товарищи, прошедшие школу Ленинского комсомола, успешно работают губернаторами, становятся депутатами Государственной Думы. Это наш Владимир Исаков, руководитель и первый секретарь ЦК УКСМ РФ, депутат Государственной Думы Российской Федерации на данный момент. Валентин Коновалов возглавляет Республику Хакасия, тоже будучи молодым комсомольцем, в 30-летнем возрасте стал губернатором. УКСМ РФ ежедневно участвует в политических семинарах, российских форумах, территории смыслов на Клязьме, Иволге и многих других, в рамках которых проходят встречи с руководством коммунистической партии и представителями различных структур и организаций. Команда Ленинского комсомола на всех форумах является наиболее сплоченной и даже в меньшинстве способна быть самой яркой и мощной. Благодаря участию в подобных форумах мы доносим нашу политическую позицию до представителей властных структур. Каждый год Ленинским комсомолом организуются слеты по федеральным округам, на которых активисты обмениваются опытом работы на местах, проводятся семинары, мастер-классы, лекции и командообразующие мероприятия. Помимо этого, в Иркутской области ежегодно проходит Всероссийская Байкальская школа комсомольского актива, на которой обучались не одна сотня активистов нашего Ленинского комсомола. Проводятся межрегиональные форумы, встречи актива, способствующие развитию региональных связей между региональными отделениями. Не менее важным элементом нашей деятельности является идеологическая работа. Сегодня Ленинский комсомол под руководством Коммунистической партии Российской Федерации является наиболее многочисленной и влиятельной левой молодежной организацией в России. На нас возложена важнейшая задача по продвижению коммунистической идеологии в широкие массы населения, по организации трудящихся и борьбе за политическую власть. Именно поэтому мы являемся основной мишенью для правящего режима. Буржуазная власть всеми силами старается внести смуту в ряды Ленинского комсомола, дезорганизовать нас, оторвать нас от масс, заставить покинуть политическое поле, как это уже было
сделан со многими левыми движениями, и мы должны быть к этому готовы не только организационно, но и идеологически. Необходимо четко осознавать, что буржуазная идеология находит самые разнообразные формы. Если в 90-х и в начале 2000-х годов противники социализма использовали либеральную риторику, апеллировали к естественным правам, общечеловеческим ценностям, то с середины 2000-х годов в публичном дискурсе все чаще стали звучать патриотические лозунги. Данная тенденция закономерна. Глубокий кризис капитализма толкает империалистические страны на поиск новых рынков сбыта, что порождает конфликты на полуферийных и периферийных государствах. Так что, защищая свои экономические интересы, российская олигархия вынуждена изображать защитника интересов национальных. Однако, какой бы риторикой не прикрывались наши идейные противники, мимикрируя под патриотов, демократов, борцов с коррупцией и даже социалистов и коммунистов, мы должны все понимать, что их конечная цель всегда одинакова: отвлечь трудящихся от классовой борьбы, заставить граждан поверить безальтернативно существующему неолиберальному курсу. Основной способ, с помощью которого мы можем укреплять свои позиции в обществе, это постоянная агитация и пропаганда нашей идеи среди широких слоев населения, в особенности молодежи. Для успешного достижения перед нами стоят задачи, чтобы каждый комсомолец стал профессиональным агитатором, мог с легкостью ответить на ключевые идеологические вопросы, был готов оставить нашу позицию в самых жестких и сложных дискуссиях, а самое главное, умел анализировать с марксистских позиций существующую действительность. Кроме того, нам необходимо совершенствовать технологии образовательного процесса, уходить от морально устаревших формах и развивать наиболее прогрессивные. Мы должны помнить о том, что окружающий мир нас не стоит на месте. В повседневную жизнь внедряя технические достижения, происходят новые научные открытия. При этом в идеологическом плане мы в большинстве случаев имеем дело на сегодня с литературой 19 начала 20-х веков. Наша задача не только сохранить, конечно, это наследие классиков марксистской науки, но и обобщать эту науку новыми знаниями. В этом деле важнейшим союзником могут стать молодые ученые. В условиях, когда в политической практике не хватает твердой теоретической базы, а теория оторвана от реальных политических процессов, мы обязаны всецело развивать и укреплять связи с нашими идейными союзниками в научной среде. Неотделимой от идеологии является агитационно-пропагандистская и информационная работа. За свою столетнюю историю ленинский комсомол накопил огромный опыт агитационно-пропагандистской работы, включающей самые разнообразные формы и методы. Еще в начале 20 века массовым носителем, источником информации была газета, которая, словами Владимира Ленина, являлась не только коллективным пропагандистом, но и коллективным агитатором, но и также коллективным организатором. Сегодня такую роль во многом выполняет интернет. Из него большинство молодых людей получает актуальную информацию о происходящих событиях. Там же они высказывают свои суждения по важнейшим общественно-политическим вопросам. Именно поэтому нашему республиканскому отделению в жизни необходимо присутствовать в сети интернет и развивать это направление. Отмечу, что в данном направлении за последние годы нам удалось достигнуть существенных успехов. На сегодняшний день комсомольцы Якутии ведут не только комсомольские страницы, но и партийные. На общественных страницах и мессенджерах размещаются информационные материалы о деятельности регионального отделения ЛКСМ РФ и Коммунистической партии, публикуются аналитические материалы, освещается международная работа, публикуются документы Центрального комитета ЛКСМ РФ и КПРФ, работает система обратной связи. Мы присутствуем во всех основных социальных сетях. При этом группы, паблики и сообщества созданы не только руководящими органами, но и нашими членами комсомола. Присутствие в социальных сетях позволяет оперативно рассматривать информацию, находить новую аудиторию, привлекать сторонников. Кроме того, ленинский комсомол активно использует социальные сети в качестве площадки проведения протестных акций, особенно важно в условиях действующих ограничений. Вместе с тем, работая в интернете, мы не должны забывать и о печатном слове. Несмотря на определенное снижение популярности газет и журналов в молодежной среде, печатная пресса все еще играет важную роль в работе комсомольской организации. Листовки и другая печатная продукция, выпущенные по актуальным вопросам, например, в связи с
акциями, протестами, праздниками помогает быть таким же эффективным агитационным материалом, как и публикация в интернете. Вы знаете, мы не раз этот вариант эффективно использовали. Однако при этом необходимо помнить, наши агитационные материалы должны быть качественными. Нам удалось существенно повысить их качество ведения наших информационных ресурсов. Была проделана большая работа по унификации дизайна комсомольских страниц, групп в социальных сетях, повысилось качество публикуемых текстов, графических изображений. Кроме того, наше республиканское отделение отмечено на 7-м съезде Центрального комитета как одно из тех отделений, которое ведет наиболее активную информационную работу в социальных сетях. Из 87 мы в тройке. Большое внимание коммунистическая партия и ленинский комсомол уделяет вопросам патриотического воспитания молодежи, поднятия ее образовательного уровня. Это особенно актуально в условиях антисоветской пропаганды, русофобии, а порой откровенного фашизма. Комсомольцы всегда твердо отстаивают историческую правду, выступают настоящими стражами памяти выдающихся достижений советской эпохи. Более 10 лет ленинским комсомолом реализуется общероссийский проект «Знамя Победы», в ходе которого молодежь получает информацию об истории Знамени Победы, подвиги советского народа, комсомольцев и пионеров-героев. Социальным, политическим, научным достижениям советского народа посвящен комсомольский проект «Мы первые», в рамках которого комсомольцы Якутии проводили акции в детских лагерях, посвященные целые сезоны. Это хорошее дело, нам, конечно, его нужно продолжать в будущем. Чтобы привлечь внимание молодежи, мы проводим научные конференции, конкурсы, уроки на знание истории Советского Союза, Ленинского комсомола и Великой Октябрьской социалистической революции, а также организуем дискуссии для школьников и пионеров в музее нашей республики, проводя на их базе прием в пионеры, организуя благотворительные акции. Благодаря хорошему знанию советской истории комсомольцы занимают ведущие позиции проведения участия в патриотических мероприятиях, дает положительный опыт и результат. Традиционная свеча памяти, мы ежегодно возглавляем колонну со знаменем Победы. Памятная дата посвящена Великой Отечественной войне, дню рождения Ленинского комсомола. Совместно с партийными органами проводятся концерты, торжественные вечера, встречи и митинги и шествия. Ленинский комсомол – сплоченная организация, которая может солидарно выступить и организоваться порой за считанные часы. Не закрываясь от целого мира, нашими центральными органами ЛКСМ РФ ведется активная международная работа, где ключевым сплачивающим элементом на международном уровне для молодых людей сегодня является Всемирная Федерация Демократической Молодежи Мира, ВФМДМ, Международная антиимпериалистическая молодежная организация, в которой работает вместе коммунистическая антиимпериалистическая молодежь мира, Организация национально-освободительных движений мира. Как площадка способствует объединению наших действий на международном уровне, позволяет координировать совместную деятельность между братскими организациями для понимания международной обстановки. Активно развивается в Российской Федерации под руководством партии Ленинского комсомола и пионерское движение. Сегодня мы являемся старшими товарищами пионеров и непосредственно участвуем в организации и проведении мероприятий в рамках пионерии Якутии. Для активизации интереса школьников к отечественной истории и раскрытия их творческого потенциала ежегодно проводятся республиканские городские линейки, сборы, конкурсы, исторические уроки, организуется посещение пионеров в музеях, также памятных культуры исторического наследия. Только в 2022 году мы провели 4 конкурса, приуроченные к столетию Ленинской пионерии и тем различным мероприятиям. 2 из них были у нас республиканских и 1 даже международный. Важнейшим культурно-массовым проектом Ленинского комсомола в работе с детьми и молодежью является всероссийский конкурс детского и юношеского творчества «Земля талантов». «Земля талантов» – это прежде всего социальный медиапроект, который помогает духовно развиваться детям и подросткам через творчество и искусство. Каждый год тема конкурса подбирается таким образом, чтобы ребята погрузились в тот или иной период советского времени. Так, например, в прошлом году конкурс был посвящен столетию пионерской организации. В разные годы свои творческие номера ребята показывали на тему советской кинематографии, мультипликации, достижений советской эпохи. В этом году «Земля талантов» отметила свой 10-летний юбилей. Данный комсомольский проект дал
тысячи молодых ребят путевку в Москву. Многие из них сейчас уже помогают в организации конкурса и сами готовят коллективы для наших больших проектов. Стоит отметить, что «Земля талантов» продолжает оставаться единственным бесплатным творческим конкурсом такого уровня в масштабах Российской Федерации. Также ЛКСМ РФ принимает самое активное участие в работе в оказании гуманитарной помощи сражающимся на Донбассе нашим военнослужащим. Необходимо отметить, что данное направление деятельности активно развивалось начиная с 2014 года. После начала СВО эта работа была многократно усилена. Сбор помощи для мирного населения, пострадавшего от агрессии бандеровских хунт, а также для наших бойцов, героически сражавшихся с фашистом на передовой, стали для комсомольской организации такими же привычными формами работами, как агитация, митинги, шествия. По всей стране активистами изготавливаются шевроны с советской символикой, копии Знамени Победы, которые потом передаются военнослужащим. Постоянно ведется сбор продуктов питания и медикаментов. Производится помощь в заготовке дров. Ребята активно помогают беженцам, вынужденным покидать свои дома, находясь в зоне боевых действий. Это на уровне Российской Федерации. Мы отчетливо понимаем, что в битвах на Донбассе решается дальнейшая судьба нашей Родины. По этой причине ленинский комсомол не может оставаться в стороне от данных процессов. И я уверен, что мы сделаем от нас все зависящее ради скорейшей победы и наступления долгожданного мира. Вы все знаете, наши комсомольцы из нашей организации в данный момент участвуют в СВО. Дорогие товарищи, наша организация смогла с честью пройти через испытания и успешно адаптироваться в работе в новых условиях. Однако мы ни в коем случае не должны останавливаться на достигнутом. Необходимо продолжать развивать взаимодействие с молодежью, трудовыми коллективами, совершенствовать формы и методы протестной и агитационной пропагандистской работы. Все наши товарищи, избранные депутатами различных уровней, должны максимально использовать свой статус для пропаганды коммунистических идей и защиты интересов нашей молодежи. Месяц назад мы провели научно-практическую конференцию Якутского республиканского ЛКСМ РФ «Гражданско-патриотическое воспитание детей и молодежи», приуроченную к 100-летию со дня рождения Зои Космодеянской, 105-летию образования Ленинского комсомола. Для нас это был еще один повод напомнить, что комсомольцы отмечают свои праздники не дежурными тостами и теплых кабинетах, а на передовой борьбы за права учащихся, трудящейся молодежи, борьбы за построение справедливого социалистического общества. Очень многое сделано, но очень многое предстоит сделать. Нам, я думаю, и сердца молодежи, и на оппозиционном поле конкурировать с либеральными, левацкими, ультраправыми движениями и со всеми остальными наша комсомольская организация всегда будет показывать лучшие результаты. Нарастающий кризис, конечно, и в нашей стране, и в общей капиталистической системе открывает перед левыми силами новые возможности и дает нам исторический, конечно, шанс сегодня на, может быть, с одной стороны, кажется, на небольшой реванш, но я думаю, все-таки победа будет за нами. Но сумеем ли мы воспользоваться этим шансом, сегодня только зависит от нас. Я думаю, мы не подведем. Согласны, товарищи? Конечно. С докладом выступит второй секретарь Якутского райкома КСМРФ Харлан Тусиев. Борьба с агрессией империализма США и НАТО. Задача всех прогрессивных сил. Ну, как товарищи, вы знаете, да, мы с Вячеславом Сергеевичем поучаствовали в 7-м съезде Ленинского комсомола, да? Прошедший 7-й съезд Ленинского комсомола констатировал нарастающее обострение общего кризиса капитализма и его стремление найти выход из кризиса на путях разжигания войн и возрождения фашизма. За последний период в 5 лет ситуация существенно изменилась в худшую сторону. Не справляясь с нарастающим противоречием, империализм становится все опаснее для человечества. Количество тлеющих конфликтов, таких как Палестина, Сирия, Ливан, Венесуэла, Корейские полуострова, не сокращается. При этом силами империализма во главе с Соединенными Штатами Америки
Раздуваются старые и образовываются новые очаги напряжения, такие как Тайвань, Судан, да, Приднестровье, Израиль. Действия империализма США и НАТО угрожают новой мировой войной и использованием атомного оружия. Но наибольшую опасность, безусловно, представляет война на Украине, которая ведется руками украинских нацистов и в которую уже втянуты десятки стран мира. Сегодня уже более 50 стран-хищников, организуемых и направляемых США, НАТО во главе с США, руками последователей Гитлера, бандеровцев, осуществляют политику фашистской экспансии в отношении народов России. Объединенные политические, финансовые, экономические и военные ресурсы мирового капитала, включая их людские возможности в лице наемников, брошенные на подавление и расчленение России. Об этом уже откровенно говорят руководители западных государств. Это сопровождается резким нарастанием антисоветизма, антикоммунизма, русофобии в большинстве стран западного блока. Империализм США решает задачи сокращения и приумножения мирового господства, своего финансового капитала в 21 веке при активном и явном использовании фашизма. Съезд Центрального комитета Ленинского коммунистического союза молодежи Российской Федерации заявил свой категорический протест политике фашизма, антисоветизма и русофобии, как мы с вами уже об этом выразились, во всех странах Евросоюза и блока НАТО. Мы выражаем свою решительную солидарность с коммунистами и всеми трудящимися Украины и России. Высказываем свою решительную готовность твердо и наступательно бороться с возрождающейся коричневой чумой. Позиция Ленинского коммунистического союза молодежи Российской Федерации неизменна. Навсегда покончить с фашизмом и угрозой ядерной мировой войны возможно лишь покончив с С капитализмом. докладом выступит председатель контрольно-зонной комиссии Якутского лескома КСМРФ Мария Ларионова. Социально-экономическая ситуация в Российской Федерации все более усугубляется. Доходы граждан падают, цены растут, население стремительно вымирает. Вот лишь некоторые факты. Среди 187 стран Россия сегодня занимает 108 место по продолжительности жизни, 119 по показателям здоровья населения, 95 по качеству здравоохранения, 32 по качеству образования, 66 по уровню реальных доходов граждан, 43 по уровню жизни пенсионеров, 60 по индексу социального развития, 80 по обеспеченности комфортным жильем. Россия – единственная из стран Большой Двадцатки, где наблюдается не прирост, а сокращение населения. В последние 30 лет мы вымирали в среднем на 500 000 человек в год. Среди мужчин трудоспособного возраста смертность у нас втрое выше, чем в ЕС, среди женщин вдвое. За 2020-2022 годы наше население уменьшилось на 2,5 миллиона. К этим тревожным цифрам нынешней осенью добавились новые. Сегодня у нас самая низкая рождаемость со времен разрушительных 90-х, и она, согласно оценкам специалистов, продолжит падать. Разрыв по уровню доходов трудящихся между наиболее и наименее благополучными регионами достиг 3-4 раз. Доходы долларовых миллиардеров относительно ВВП в России вдвое выше, чем в США и в странах Евросоюза. При этом за чертой бедности находится более 25% семей с 2 детьми и каждая вторая семья с 3 детьми. Даже в сельской местности наблюдается стремительное сокращение числа многодетных семей. Одна из главных причин – критическое недофинансирование программы комплексного развития сельских территорий. И причина этого не только санкции, обрушившиеся на нашу страну. Если бы на протяжении последних лет наша власть не шла капитализма и не уничтожала отечественную промышленность в угоду транснациональным корпорациям, подсадив на ресурсную иглу всю экономику страны, не разрешала бы вывоз капитала за границу и не способствовала обнищению населения и колоссальному разрыву между богатыми и бедными, то исправиться с санкциями было бы гораздо легче. Сегодня вся страна живет в долг перед будущими поколениями. Именно у них отбираются перспективы развития и уверенности в будущем. Сегодня молодежь – самая социально и экономически незащищенная часть общества. Вернуть страну на рельсы развития, а не деградации, вновь сделать ее могучей, сильной, социально комфортной, когда молодым открыты новые просторы, а власть помогает в развитии, не стремясь ободрать как липу и бросить
в объятия буржуазии в качестве дешевой рабочей силы может только решительный отказ от капитализма и западных ценностей. Нужно переходить на рельсы социализма. Нашей стране нужна не только победа на фронте, нам нужна победа в экономике, в развитии страны, нужна победа в социальных завоеваниях на благо всего народа. Единственным залогом такой победы может быть только социализм. Я присоединяюсь ко всем своим докладчикам, товарищам, друзьям. То, что они говорили, это действительно очень важно, очень актуально на нашей сегодняшней повестке. Тема моего доклада «Боремся за будущее вместе». Вы знаете, сегодня мы хотим учиться, но образование изуродовано одиозными реформами по типу ЕГЭ и ОГЭ и ВПР. И все больше оно коммерциализируется. Вы полны силы и энергии, но олигархам, превратившим Россию в сырьевой придаток стран Запада и Востока, вы не нужны. Половина выпускников вузов не может найти работу по специальности. В стране миллионы безработных, каждый второй из них моложе 35 лет. Вы мечтаете о семейном счастье, но чтобы обрести свой дом, молодым семьям приходится идти в ипотечное рабство. Приветики. Отдавая банкирам львиную долю своего скудного бюджета. Вы хотите влиять на происходящее в стране, но сталкиваетесь с бюрократической системой власти, основанной на фальсификации выборов, постоянной телевизионной лжи и коррупции. Ленинский комсомол и КПРФ предлагают вам выход из этого круга капитализма. Сегодня идейные наследники цинизма, которые ограбили ваших родителей, разом лишив их работы и сбережений, бросили страну в хаос, нищету, беспросветность лихих 90-х, вновь льют тонны лжи против Советского Союза и социализма. Мы видим, как под предлогом борьбы с советским наследием на Украине начались крушения памятников Ленину, а закончили фашистским режимом и войной с собственным народом. Не унимаются российские антисоветчики и русофобы, которые, прикрываясь масками патриотов, плюют в советскую эпоху. Выключите телевизор и посмотрите вокруг на свои города, заводы, университеты, поселки и села. Почти все, что у них есть, создано СССР героическим трудом наших предков. Если вы думаете, что то, о чем я говорю, это вообще не про нас, давайте вспомним Марху. Кто там живет в Мархе? Да, вот там живут мои ученицы. И каждый раз, когда я еду из центра туда, у меня сердце кровью обливается. Вы видите, сколько там заброшенных сооружений. По факту, если бы Советский Союз продолжил свое существование, то сегодня Марха был бы самым прогрессивным районом. Какие там грандиозные планировались постройки, какие остались красивые фрески и рисунки, символизирующие вот, ну, скажу так, господство по сегодняшнему, по капиталистическому, да, именно рабочего и колхозника, то есть где шла пропаганда именно рабочего труда, да, рабочего класса, а не то, что происходит сегодня. Ну и, соответственно, когда олигархи в 90-х все разрушили, то, ну, соответственно, там вся эта стройка грандиозная прекратилась, ну и Марха сейчас превратилась в то, что превратилась. Вот. Поэтому нынешним молодым людям даже трудно представить, что была на свете страна, где каждой молодой семье государство бесплатно давало квартиру, где никому не грозила безработица, потому что работы хватало на всех. При этом покупательная способность зарплат была в разы выше, чем сегодня, где не надо было полгода копить на отдых, а можно было почти бесплатно поехать на море по профсоюзной путевке, где никто не мог умереть из-за нехватки денег на лечение, ведь вся медицинская помощь, вплоть до самых сложных операций, была бесплатной. И лучшее в мире образование тоже было абсолютно бесплатно, а студенты еще и получали хорошую стипендию, на которую можно было жить целый месяц, а не один раз ходить в столовую. Это была страна, где ребята из семей, рабочих, крестьян, тысячами становились академиками, министрами, космонавтами, народными артистами. Каждый мог реализовать свои смелые мечты. Страна, где не было железных квартирных дверей, домофонов, подъездов и камер наблюдения на каждом шагу, где уровень преступности был многократно ниже, чем сейчас, где можно было всю ночь гулять по улицам, не озираясь и ничего не боясь. Вам говорят, комсомольцы и коммунисты зовут вас в прошлое. Нет, мы предлагаем вам новое будущее. Да, жизнь, которую мы построим, будет опираться на лучшее, что было в Советском Союзе. Ведь именно там, впервые в мире, на практике был реализован рецепт справедливого и духовного общества. Был выбран путь социализма. И это наследие мы сможем использовать для развития нашей повседневной жизни, применяя все новшества и открытия для полноценного развития и уверенности в будущем. Мы предлагаем программу, которая сможет обеспечить развитие каждого из вас и страны в целом. Нужно позаботиться о здоровье тех, кто вступает в жизнь. Очень важно культивировать массовый спорт. Но нам надо быть крепкими, оптимистичными, и тогда мы будем успешными и непобедимыми. Вот. Поэтому вместе мы сможем возродить нашу страну, вернуть социальные завоевания и уверенность в будущем. Вступайте в ряды ленинского комсомола КПРФ.
КПРФ и КПРФ, и давайте создавать наше будущее вместе. У меня все, спасибо. Друзья, у нас по выступающим все. Есть вопросы? Содокладчикам, докладчику. Предложения по постановлению нашего пленума. Ну, одна из главных задач, которые при подготовке пленума выделили на современных реалиях, это, конечно же, поставить целью нашей молодежи сохранение солидарности и борьбы против национальных разногласий. Во всем мире сейчас все это на показ. Это первое. Повысить нашу комсомольскую дисциплину в выполнении уставных требований. Мы на прошедшем бюро, да и на этих бюро всегда говорили о наших взносах. Это как показатель нашей солидарности. Вот. На бюро также поднимался вопрос, и поднимается сейчас у нас на пленуме, чем риском наладить работу районных, городских и первичных организаций. У нас был горком, сейчас его нет, а риском остался. Нам нужен полноценный первый секретарь горкома, кандидатуры на рассмотрение все приветствуют. Формирование также первичек, у нас как Максим Залифус ушел, соответственно, мы так, не стали назначать, пандемия была, соответственно, не собирались, и до сих пор не назначены у нас и руководители горкома, и некоторых районов. Соответственно, организовать идеологическую работу и, соответственно, укреплять наши позиции. Обязательно нам, как раньше, последние, после пандемийные годы, да, мы проводим в музее мероприятия, где-то линейки, где-то собрания такие, мы перестали ходить в школы и в университеты, в вузы. Раньше в Мали-Майской ходили, разговаривали со студентами, соответственно, узнавали их позицию, самое главное, и высказывали свою. Тоже начать. Укреплять позиции, соответственно. Назначить, может, простым языком агитаторам, которые пойдут со словом к людям. Ну и ответственных назначить Якутский риском. Это вот в данный момент тут присутствует 14 членов Якутского рискома. Если не выполним эту задачу за эту работу, какие-то мы позиции очень хорошо держим, и на уровне даже по сравнению с другими организациями на уровне Российской Федерации, а вот части протестной очень малы. Согласны с этим? Кто за такое? Есть добавление к постановлению? Может, у кого какие предложения? Нет? Нету? Единогласно. Я благодарю вас за выдержку всех, за большую. И те, кто у нас уже давно комсомольцы, те, кто пришли поучаствовать в нашем мероприятии. Вот. Давайте сделаем общую фотографию на память нашего мероприятия.